Где начать свое дело, где найти поддержку и какие возможности открываются для молодых предпринимателей в Ингушетии? Ответы на эти вопросы ребята узнают в ходе семинара на базе Академии цифрового развития, образовательного проекта, созданного по инициативе президента группы «Сафмар», предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева при поддержке главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Бизнес-акселератор Ингушетии – это часть Академии цифрового развития, созданная в партнерстве с акселератором FreeE с целью создать условия для развития IT-компаний и предпринимателей через менторство, обучение и экспертную поддержку. В программе образовательного семинара мастер-классы, лекции и деловые игры, где спикеры делятся актуальными инструментами для запуска и развития бизнеса. Кажется, это все очень высокопарно и недоступно, а на самом деле все очень понятно, все очень возможно. И самая большая проблема, с которой сталкиваются те ребята, у которых не получается что-то в предпринимательском деле, это отсутствие воли или отсутствие усилий преодолевать ежедневно, ежесекундно сваливающиеся откуда ни возьмись сложности. Руководитель федерального проекта «Росмолодежь предпринимай» Дмитрий Литвин представляет полную экосистему поддержки молодых предпринимателей, от обучающих программ до акселераторов. Внимание уделяется программам и возможностям, которые открываются для молодых предпринимателей. Особый акцент делается на выходе местных брендов на федеральные площадки, такие как «Маркет молодых», где можно представить свою продукцию широкой аудитории. Государство на любом уровне и по линии агентства по делам молодежи и федерального, и регионального, и по линии партийной, и по линии законодательной власти всегда будет поддерживать предпринимателей, как минимум потому, что если не будет предпринимателей, не будет развития ни субъекта, ни страны целиком. Выпускники программы «Рост бизнеса» делятся конкретными результатами. Один из участников после акселератора подписал контракт с крупным заказчиком в Москве. Другой развивает социально значимый образовательный проект. Третий значительно расширил ассортимент на своем маркетплейсе и привлек новых пользователей. Их примеры показывают, как акселератор помогает структурировать бизнес, находить точки роста и выходить на новые рынки. Бизнес-акселератор – это, наверное, такое… Во-первых, это правильное направление, которое получила Ингушетия для поддержки именно малого предпринимательства. Начинающие предприниматели у них есть возможность погрузиться в бизнес-сообщество, общаться с действующими там предпринимателями, получать какие-то знания в программах, в тренингах, которые постоянно на базе акселератора проходят. Надо отметить, что акселератор помогает именно структурировать бизнес и исправить, скажем так, некоторые недочеты в маркетинге, вообще в стратегии развития. И в этом направлении мы работали 3 месяца, и за этот период мы разработали некоторые стратегии, как мы будем работать с нашими клиентами. Я был участником первой волны, то есть первого именно запуска программы роста бизнеса, бизнес-акселератора программы. И чем мне помог акселератор, в первую очередь, это повышение компетентности в этой области, да, и получение специфических знаний, связанных именно с доведением идеи до сформулированного бизнес-плана, который можно представлять партнерам, инвесторам, кому бы то ни было. В рамках семинара провели и деловую игру IT-стартап, где участники смогли сразу применить полученные знания. Молодые предприниматели тестируют свои бизнес-идеи и получают обратную связь от экспертов. Такие форматы помогают им быстро оценить жизнеспособность проекта и доработать слабые места. На самом деле очень важно пропустить через себя эту мысль, действительно прочувствовать и сделать первый шаг. И оказывается, что этот первый шаг приводит к каким-то невероятным последствиям, которые выражаются как в увеличении и дохода, и все, что связано с экономическим эффектом, так и возможностью создавать вокруг себя на благо своего района, своей республики, своего субъекта, своей страны очень много полезного, очень много такого содержательной пользы, это так скажу. Результаты работы в регионе говорят сами за себя. Всего за полгода Ингушетия совершила настоящий прорыв в рейтинге предпринимательской активности с 86 на 6 место
среди всех регионов России. Как отмечают организаторы, до конца года республика уверенно войдет в 5 лидеров. Такой скачок стал возможен благодаря системной работе по поддержке молодых предпринимателей, которая включает не только образовательные программы, но и помощь в установлении контактов с крупными федеральными компаниями для выхода за пределы региона. Я уверен, что наше мероприятие было полезным, было много интересных вопросов, была большая обратная связь и, конечно, наличие таких квалифицированных спикеров, в том числе федерального уровня, полезно для нашего бизнеса. Надеюсь, что таких мероприятий будет больше и больше отклика от наших предпринимателей. Семинар завершился, но работа для молодых предпринимателей Ингушетии продолжается. Образовательный кластер Академии цифрового развития – уникальный для Северного Кавказа проект группы «Софмар» предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева, реализуемый при поддержке главы Республики Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Благодаря созданной экосистеме поддержки у молодежи есть все возможности строить успешный бизнес в родной республике, что дает молодым людям реальные инструменты для карьеры и самореализации без необходимости уезжать из региона. Амина Зязикова, Абдулла Тангиев, Магаз 24.